Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 14 декабря на среду. Смотрим все знаки зодиака по очереди от Овнов и до Рыбок. Я смотрю на колоде «Цыганский пасьянс». Называется эта колода. Начинаем с Овнов. Овны. 14 декабря. Среда. События дня покажите мне. Так, среда. Общение с другом, подружкой, может быть, в среду. Плохое самочувствие, череп. Может быть, еще посещение медучреждения по черепу. Дорога, поездка. Неприятность. Смотрите, еще мог получиться якорь. Ну, я первую неприятность увидела. Если вы увидели якорь, тогда проиграется. Якорь может быть прибытие, да, то есть дорога, прибытие. Метла, ссора. То есть какая неприятность? Это может быть просто ссора в дороге, например, с кем-то. Так, корона. Корона – это общение с очень важным влиятельным человеком. Человек, который является представителем закона, власти. Может быть, этот человек как-то связан с дорогой, например. Вертикали, горизонтали не нашла. Получается, у вас общение с другом в этот день, посещение медучреждения или плохое самочувствие, поездка, неприятность, ссора и общение с влиятельным человеком. Может быть, ссора с этим человеком. Да, то есть и это создаст вам неприятности. Ну, может быть, неприятность еще может с дорогой проиграться. Видите, они рядышком ложатся. То есть надо быть осторожными. В общем, вот такие предупреждения для вас на среду, Овны. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к Тельцам. Смотрим Тельцы. Четырнадцатое декабря. Так, сейчас, секундочку мне надо зарядку включить. Все. 14 декабря. Среда. События для Тельцов меня интересуют. Подсвечник. Надежда. Надежда, вера во что-то. Деловое общение, бабочка. Маску нельзя. Два сердца. Гармоничные отношения в паре. Если пары нет, это может быть знакомство. Кровать, интимная связь.
Шарики, хорошие новости. Застолье. Возможно, да, на застолье вы будете вместе парой. Победа. Повод. Да, повод для застолья. Будет отмечать победу. Угу. Смотрите. Деловая встреча, и на ней, да, вот общение будет. Подарок нельзя. Здесь нет больше совпадений. Получается, у вас в этот день будет деловая встреча, на ней будет какое-то общение. Надежды будут. Вы надеетесь на что-то. Я думаю, что возможно на какую-то победу в этот день. Будет победа, будут хорошие новости. Будет все хорошо в личной жизни, любовь, да, и кровать. И застолье еще может быть. Так что вот такой у вас замечательный день получается. Надежды ваши будут оправданы в этот день. Благодарю за внимание, тельцы. И перехожу я дальше к близнецам. Смотрим дальше. Близнецы. Четырнадцатое декабря. Среда. События для близнецов. Мне интересно. Покажите. Смотрим. Если упали, могут дорогу показывать, когда карточки падают. Так, кровать есть, интимная связь. Первым событием еще может проигрываться как нежелание с утра вставать, да, то есть неохота вставать, хочется полежать. Приглашение. Печаль. Угу. Неприятность. Смотрите, еще будильник мог получиться. Но первую я неприятность увидела. Да только потом уже будильничек. Значит так, ну неприятность понятно, да, то есть теперь я вижу повод, почему печаль, потому что происходит какая-то неприятная ситуация. Если вы увидели первый будильник, значит у вас могут быть проблемы со временем в этот день, да, то есть для вас даже есть подсказка, неприятность, связанная со временем. Застолье, приглашение на застолье. Верность, лебедь. Надежда, подсвечник. Да, то есть надежда на то, что эта неприятность как-то разрешится. Дальше. Здесь у нас нет. Ну, я больше не вижу совпадений. Получается, у вас будет приглашение в этот день, будет застолье. Все хорошо будет в личной жизни, смотрите, верность и кровать, да, то есть все хорошо. И минус у вас показывает, что произойдет неприятность, которая может вас сильно расстроить. Но надежда есть на то, что вы с ней разберетесь. И я когда мешала, помните, карты у меня выскочили, да, и полетели 3. Да, то есть это тоже неприятность своего рода, то есть подсказка, да, что что-то вот
упускаете, теряете, не успеваете, да, то есть быстро, скорость, еще что-то связано со скоростью, да, возможно, будете не успевать в этот день куда-то. Так что вот такая информация для вас, да, то есть есть подсказочка. Главное не расстраиваться, да, то есть с любой неприятностью можно разобраться. Благодарю вас за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, сейчас, подождите секундочку. У меня нету. Сейчас я поставлю на паузу, поищу знак рак. У меня куда-то делся. Все. Нашла. Смотрим дальше. Раки. 14 декабря. 14 декабря. Среда. События дня для раков. Мне интересно, покажите мне. Череп. Плохое самочувствие, болезнь, посещение медучреждения. И тут же ложится рядом хорошее настроение. Возможно, плановые какие-то процедуры. Потому что если бы у вас прям было, да, вот плохое самочувствие, вряд ли вы были бы довольны. Ножницы, решится какой-то вопрос. Может быть, вам надо взять какую-то справку, там, не знаю, бумажку где-нибудь в медучреждении. Змея. Вот змея может показывать, если мы говорим о больнице, это может быть, например, врач, медсестра. Ну или если же, да, то есть у вас вообще не проигрывается в этот день, да, тема здоровья, допустим, тогда это может быть какой-то неприятный человек, который, да, вот может это съязвить, сказать неприятное. Деловое общение. Исполнение желания, цветочек. Очень хорошо. Да, смотрите, казенный дом выпадает, книга. Да, то есть книга это может показывать больницу. Да, вот больница, врач, да, то есть занимаетесь здоровьем. Тайное свидание. Тайная встреча, госучреждения. Не знаю, будут они связаны или нет, но выпали рядышком. Возможно, вы в тайне пойдете в госучреждение в какое-то, как вариант. Получается, в этот день у вас тема здоровья будет актуальна, хорошее настроение будет, решится какой-то вопрос, будет деловое общение, исполнится желание, общение со змеей, посещение госучреждения и тайная встреча с кем-то, возможно, в этом учреждении. Так что, в принципе, смотрите, есть и очень классные события, да, которые редко выпадают. Цветочек, да, ножницы, решение вопроса. Но есть вот как бы и минусы тоже. Тема здоровья, что-то здесь не очень по черепу. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Так, левушки, смотрим, что у вас. 14 декабря. 14 декабря, среда. События дня для львов покажите мне.
ссора, метла. Метла еще иногда проявляется как наведение порядков. Поэтому как уж у вас будет, не знаю. Может быть и так, и так. Если вы часто смотрите, вы уже можете, да, вот замечать, что у вас как-то по-своему они проигрываются. Событие в месяце будет в этот день. Обман может быть. Кстати, вот может быть ссора из-за обмана. Откроется тайна, то есть вы узнаете что-то, да, что было от вас спрятано, скрыто, маска, да, то есть кто-то был в маске, да, или что-то скрывал, и вот вы узнаете в этот день. Деловая встреча еще может быть, свиток. Угу. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Друг есть, общение с другом, подружкой. Здесь нет. Нет. Нет и нет. Получается, в этот день у вас событие, которое повторяется каждый месяц, ссора, обман, открывается информация, да, ну, вскрывается этот обман, деловая встреча и общение с друзьями. Ну, вот такие события. Из минуса, конечно, это вот эта неприятная ситуация, да, то есть вы узнаете что-то, что от вас скрывалось. Ну, с другой стороны, да, лучше всегда знать, чем не знать. Благодарю за внимание, Львы. Перехожу к девам. Смотрим, девы, что у вас? Четырнадцатое декабря. Девы. Среда. Якорь. Что-то получится закончить, поставить точку. Еще якорь иногда показывает, знаете, когда мы где-то бросаем якорь, много времени проводим в этом месте. Да, возможно, с утра вот на работу приехали, якорь бросили и весь день провели там. Ну, или в каком-то месте, это может быть что угодно. Удача, подкова. Возможно, благодаря удаче получится что-то закончить. Солнышко нельзя. Траты. Мешок с деньгами. Разочарование. Верность. И еще есть нерешенный вопрос, поэтому и разочарование, видите, рядышком выпало. Вопрос, который не получается решить, как бы не хотелось.
Для него, конечно, нужны ножницы. Да, вот если ножницы выпадают, да, видите, тогда можно. Ну, так нельзя соединять. Соединяем только по горизонтали и по вертикали. Получается, в этот день у вас якорь, возможно, якорь показывает еще, знаете, как когда что-то мешает, что-то держит. То есть не получается решить этот вопрос, да, потому что что-то держит по якорю. В общем, якорь – это точка, это фиксация, счастье, удача, подкова. Да, то есть тут, видите, даже счастье, удача не поможет, якорь перебивает. Но опять же, то есть счастье, удача может помочь в отношениях. Показывает верность, гармония, любовь, да, то есть лебедь. Все хорошо в личной жизни. Что-то будет с деньгами, покупки, траты, переводы денег, что-то будете делать. Ну и из минуса это, конечно, вот нерешенный вопрос, который может сильно расстроить. Наверное, вы рассчитывали на то, что вы решите, но показывает, что вряд ли, маловероятно. Будет какая-то вот задержка по якорю. Ну вот такая информация для вас. Девы на среду. 14 декабря. Благодарю вас за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео, не здесь. Да, я пишу в двух частях видео. Ссылочку я оставлю для вас под видео в описании внизу. Да, то есть вы внизу можете найти. Можете также найти на моем канале Таро Дома. Можете написать запрос в комментариях, если не знаете, где и как искать, или не хотите искать. Да, то есть в комментариях пишите, мне нужна ссылка на вторую часть, или можно еще просто знак зодиака, там, допустим, стрелец, весы, водолей, я пойму, что вам нужна вторая часть. И, конечно же, до встречи во второй части.